Спасибо. В анонсе пресс-конференции мы обещали привести несколько фактов, которые подтверждают о том, что Меджлис на данный момент ведет нечестную игру в земельном вопросе. И эти факты я вам сейчас озвучу. Факт первый. Буквально на следующий день после первой программной конференции Сибата Мустафа Джемилев заявил публично в прессе о том, что Василий Георгиевич Джарты не будет вести переговоры с Сибатом. А сам премьер в это время в Крыму отсутствовал. Вопрос. Разве, уезжая из Крыма, Джарты дал Джемилеву доверенность говорить от своего имени? Или, может быть, Совмин принял какое-то решение относительно Сибата, которое поручил озвучить Мустафе Джемилеву? Нет, ничего этого не было. Нет никакого решения Совмина о том, что они не будут работать с Сибатом, либо с другой общественной организацией. То есть это первая ложь, публично озвученная главой Меджлиса. Второе. Почему мы так категорически против участия Меджлиса в решении земельного вопроса? Неоднократно и прежней властью, и нынешней властью, и народными депутатами Украины озвучилась цифра в 40 тысяч гектаров земли, которая по документам была передана на обустройство крымских татар. Разделив 40 тысяч гектар на 10 соток, мы получаем порядка 400 тысяч участков. Все эти участки распределялись через Меджлис и его структуры. Это получается больше, чем по одному участку на каждого татарина, включая там младенцев, только что рожденных. Но, как показывает практика, эти земли люди не получили. Вопрос, где эти 400 тысяч участков земли? Они были даны в распределение людям, но до людей не дошли. И вот сейчас Меджлис вновь требует, чтобы его сделали распределителем земель. Горький опыт показывает, что земля будет выделена, но люди вновь без нее останутся. Поэтому мы говорим, что на сегодня мы не хотим никаких посредников между народом и властью. Есть человек, есть власть. Власть выдает участок земли данному конкретному человеку. И никто не имеет права распределять, получит этот человек, либо другой, либо третий. Есть заявление, есть решение. Все. Никого больше между ними быть не должно. Третий факт. На сегодня в том же заявлении у Лилии Буджуровой было отмечено Рифатом Чубаровым, что большинство полян протеста перешли под патронат Меджлиса, что люди сами приходят к ним и просят: возьмите нас под свое крыло. Приводим факты. Меджлисом, его органами было сдано в комиссию по освобождению самозахватов списки на 2 с небольшим тысячи человек. Общее число участников протеста по спискам составляет более 10 тысяч. Вопрос. Если к вам перешло большинство участников полян протеста, почему вы сдали только 2000 списков, 2000 фамилий? И второй вопрос. Если к вам перешло, как вы говорите, 80% участников, это 8 тысяч людей, а вы сдали только 2000 списков, разница составляет 6 тысяч людей. Где эти люди? Либо решено, что они землю не получат, раз вы не подали эти списки, раз вы не подали их фамилии, либо этих людей у вас просто нет. То есть простая арифметика, не надо высшей математики, не надо калькулятора, все считается на пальцах. И третий, еще один момент. На сегодня нет ни одного официального документа от власти, в котором было бы сказано, что Совет министров АРК, либо горисполком АРК подписал какое-либо соглашение с Меджлисом о том, что вся земля будет распределяться только через него. В то же время на всех сайтах, со всех газет, со всех телеэкранов руководители Меджлиса заявляют, что Совет министров будет работать только с Меджлисом. Что Джарты сказал, что он будет работать только с Меджлисом. Власть сказала, что она будет работать только с Меджлисом. Покажите документ, где это сказано. Это озвучивается только работниками и функционерами Меджлиса. Больше никем.
Насколько это соответствует действительности, решайте сами. И о том, как конкретно происходят действия Меджлиса на полянах протеста, вам сейчас более подробно, по одному конкретному маленькому эпизоду расскажет Дильгар Решетов.